Продолжаем вечернюю смену. Международная художественная выставка-конкурс «Святой Георгий Победоносец. Покровитель Алании» открылась в Владикавказе. Представлено более 60 художественных произведений в технике живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 48 художников из Северной и Южной Осетии, Краснодарского края, Ростовской и Мурманской областей, Адыгеи, а также столичного региона в своих работах раскрыли образ Святого Георгия в аланской истории и культуре. А инициатором конкурса выступил Аланский благотворительный фонд православного просвещения «Зангарак». В нашей студии представители этого фонда Виталий Макеев и Руслан Кокоев. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Виталий, к вам хочу обратиться. Расскажите, пожалуйста, как вообще родилась идея создания подобного конкурса, выставки? В чем была задумка? Идея витала у нас в головах уже давно. Хотелось бы сказать, что это наша общая задумка наших братьев, сестер, всех людей, которые объединились для того, чтобы сделать для нашей маленькой Родины что-то прекрасное, что-то полезное. И хотели, чтобы наши представители творческой интеллигенции создали произведения искусства, в которых бы отразилась связь Святого Георгия с нашей Родиной, с нашей малой Родиной. Многие из нашего фонда находятся за пределами республики. И поэтому хотелось отразить в произведениях искусства именно связь Святого Георгия с нашей землей. Руслан, скажите, вот сейчас уже вы ощущаете, вы видите результаты этой работы? То есть, что все не напрасно и цель, в общем-то, была поставлена совершенно не зря? Да, конечно, мы видим результаты. Гостей было много, получили удовольствие от всех картин. И думаю, выбор будет сложным. Выбрать картину, либо статую, выбрать будет очень сложно. Чья работа выиграет, это будет видно, как говорится, завтра. Все результаты наши будут известны. А скажите, пожалуйста, Виталий, вообще как происходил подбор участников, как сама проходила именно оценка, или как она будет проходить, если она только завтра? О конкурсе было объявлено еще в начале года, даже, может быть, в декабре. Было у нас 2 встречи с художниками, скульпторами. На этих встречах так жарко обсуждали мы нашу тему. Были разные мнения, разные идеи. И вот с Божьей помощью Хсауфарце мы получили результат. Как вы и сказали, более 60 работ. Люди очень включились с таким энтузиазмом, живо так. Работы очень разные, как сказал Руслан. Действительно, порой было даже очень сложно выбрать. Вот. Конечно, результат есть, и отзыв у общества на данную тему есть. Это актуальная тема на данный момент. Я думаю, еще какое-то время она будет продолжаться. А какие есть отзывы? Отзывы самые разные. От восторженных до негативных. Ну, как и бывает, тем более, что люди творческие, они всегда склонны к определенным крайностям. Вот, поэтому кто-то принимает одно видение художника, кто-то не принимает. Но в любом случае я хотел бы сказать, что мы неспроста. Наш фонд старается охватить несколько сторон нашей жизни, и творчество, и искусство, оно одно из направлений. На наш взгляд, ни у одного народа нет будущего, если народ не занимается искусством своим творчеством, забывает свои корни. И поэтому необходимо вносить, если так можно сказать, свежую кровь, свежую воду в искусство, для того, чтобы оно оживало. Нужно давать возможность художникам себя проявить. То же самое вот в других областях жизни. Если мы возьмем спорт, вот у нас сегодня буквально завершился турнир по боксу на Кубок Святого Георгия. То же самое. Там бились ребята 12-14 лет,
И у этих детей, у наших младших, у них была такая жажда соревнований, они были так рады возможности, что у них появилась возможность из севера, из юга Осетии приехать. И вот так это был настоящий праздник духа, настоящий праздник торжество силы внутренней, потому что некоторые ребята были полненькие и доходили, вроде бы у них один вес, а соперник его на голову выше. И порой вот эти невысокие ребята, проявляя чудеса такой храбрости, они доказывали, что сила духа может превозмочь очень много. Я думаю, на данный момент для нашего общества это очень важно. Вот эти маленькие наши братики, они очень многим взрослым показали, что силой духа можно превозмочь очень многое. И болезни, и какие-то неурядицы, какие-то вот собственные комплексы. Они настраивались, выходили и показывали просто какие-то чудеса. Они подтвердили, что дух осетина жив, дух наших предков не угас. Махосау фарсе. Мы будем только стараться развивать и спортивное направление, в том числе хусау фарсе и другие спортивные дисциплины, чтобы наши ребята имели стимул, имели желание и возможность показать то, что в них заложено в генах, то, что они могут показать и порадовать всех нас. Получается, что ваш фонд занимается очень разнообразной деятельностью, да? Руслан, может быть, расскажете немного о деятельности фонда? Ну, В баннерах, наверное, да? мы, во-первых, мы имели такую возможность, нам дали такую возможность по городу распространить баннера со святыми местами, с интеллигенцией, с просветителями, которые открывали в свое время школы, за счет чего, в принципе, наши старшие, где учились, получали знания, передавали другим поколениям. То есть разнообразный, охват очень разнообразный. Но вот этот вот трехдневный турнир, он показал, что наше спортивное направление, оно неспроста, и оно останется, как бы, ну, по крайней мере, у нас есть такое желание его развивать и разные дисциплины спортивные развивать. То есть именно на Кубок Святого Георгия. Ну, то есть получается, что охват идет как сферы искусства, да, так и сферы культуры, так и сферы спорта. То есть развитие, оно многогранное, да, всестороннее. Да. Я же говорю, мы стараемся охватить все стороны с Божьей помощью нашей жизни. И Руслан правильно заметил, сказав о баннерах. Ведь это тоже часть нашей истории, это просветители конца 19-го, начала 20 века. Это те люди, благодаря которым у нас в Осетии появлялись школы. И из этих школ уже вышла та интеллигенция, которая учила наших бабушек, прабабушек и дедушек. И многие из них отдавали свои дома под школы. Аксо Колиев, если вы видели эти баннеры, вы наверняка знаете, что кто-то свой дом отдавал под школу. Один из них основал, по-моему, первую школу для девочек. В то время вообще немыслимо было в конце 19 века, чтобы девочки, девушки ходили в школу. Вот. И я считаю, что это как раз те достойные наши предки, наши старшие, которые свою жизнь, всю свою любовь, свое время, они отдали тому, чтобы наше подрастающее поколение было умным, было в первую очередь думающим, и оно, чтобы смогло, как в свое время Петр I прорубил окно в Европу, эти просветители прорубили окно в большой мир для маленькой, зажатой в горах Осетии. Вот, поэтому нужно, конечно, человека созиждить и воспитывать и физически, и нравственно, и духовно. То есть человек как единица триединая такая, она нуждается во всестороннем развитии. Если мы будем только физические аспекты в себе взращивать, то мы будем, наверное, похожи всего лишь на статую какую-то античную. Вот. Если мы будем заниматься только духовными практиками, то, естественно, наша жизнь, она пострадает, потому что
жизнь очень непростая, особенно Многогранная. сейчас, да, многогранная. Ну и, соответственно, нравственный аспект, потому что мы видим, что с Запада уже вот не первое десятилетие вот таким агрессивным, насильственным методом через фильмы, через СМИ в том числе насаждается такой облик человека, которому все можно, образ человека, у которого все дозволено. И, к сожалению, мы видим и в российском пространстве, и, к сожалению, вот уже и в Осетии тоже, Тагалган, что многие перестают придерживаться тех ценностей, которые были незыблемыми. Вот для меня, может быть, еще 20 лет назад то, что было немыслимо, сейчас мы, к сожалению, наблюдаем. И очень многие, в том числе и молодые люди, подсознательно понимают, что происходит что-то ненормальное, понимают, что нас превращают во что-то нечеловеческое, что-то противно нашему Ахдау, нашему внутреннему такому естеству, потому что наши предки, Жмамах Иштартайжонин, они всегда были богобоязненными. Может быть, они не были какими-то богословами, особо не разбирались в религии, но наши предки четко осознавали связь с Богом, махсавай ташташте. Не в том смысле, что он какой-то злой Бог, что он накажет, но они его настолько чтили, что всегда с осторожностью относились ко всем духовным аспектам, что не дай Бог сделать что-то вот даже в мыслях, в слове. Поэтому дай Бог нам такого разумения, чтобы мы были всегда в состоянии различить правду, истину от лжи. Вот. И для этого мы люди, братья, сестры, объединенные этой идеей, и собрались. Наш фонд совсем, можно сказать, совсем молодой, да. Но люди, которые к нам приходят, они горят желанием и горят болью. Их сердца болят за наших людей, за нашу землю, потому что, к сожалению, происходит что-то совсем ненормальное. Мы, конечно, всего не охватим, но каждый из нас старается делать, что может. Вот Руслан совершенно случайно узнал о нашем фонде и такое деятельное участие принял, что я таких слов даже найти не могу, благодарности. Он ходил, у него у самого дети. Он не какой-то там миллионер. Обычный остинский парень. Он ходил по кабинетам, стучал. Наверное, если бы для его детей что-то нужно было, он бы, наверное, постеснялся. Но вот почему-то у этого человека возникло желание ходить днем и ночью, звонить, узнавать, да, с пригласительными, потому что у него сердце горит. И я знаю, что такие люди у нас есть. Слава Богу, Сауферса есть такие люди в Осетии, не безразличные. Просто в силу того, что они люди воспитанные, они очень скромно себя ведут. И я это к чему говорю? Я не к тому, чтобы все пришли в наш фонд и присоединялись. Я говорю к тому, что если каждый из нас вокруг себя, где он живет, сделает хотя бы такой маленький оазис добра, любви, то этот маленький оазис расцветет с Божьей помощью. Я к этому призываю. Я очень надеюсь, что те зрители, которые сегодня смотрят наш эфир, они заражаются этими идеями, да, и, может быть, будут подключаться к вашей деятельности. А может, действительно, как вы говорите, в своей семье, в своем дворе, в своем городе и в своей республике, да, могут делать что-то хорошее, что-то позитивное, привносить добро в эту жизнь. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я благодарю вас за участие в нашем эфире и, конечно, за вашу деятельность, которой вы занимаетесь вам безвозмездно, благотворительно. Спасибо вам большое. Спасибо Всем вам. вам здоровья, всех благ. Это была вечерняя смена. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.